Какой язык считаете родным? Русский. Остинский. 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 Наш осетинский. Родным считается остинский язык. Осетинский. Как часто говорите на родном языке в повседневной жизни? Почти каждый день. Часто ли говорите на родном языке в повседневной жизни? Каждый день. Как часто говорите на родном языке Я в повседневной постоянно. в повседневной жизни? Постоянно говорю. Часто и с друзьями, и дома. Это бывает чаще дома или вне дома? Дома. Вне дома. И дома, и так. Ну вот на учебе, когда бываю, мы очень редко разговариваем по-остински, а дома каждый день. Почему важно знать родной язык? Ну, это неотъемлемая часть, я считаю, каждого человека. Потому что это твой родной язык. На то он и родной язык, для того, чтобы чтить традиции, помнить. Ну это, да, неотъемлемая часть моей жизни. Я живу в Осетии, поэтому... Ну, некоторые дермаялся, дерводекуд. Навидательно увахтуй. Ну, без родного языка, я не знаю, это дикость большая, если не говорить, не знать свой язык. Потому что это помогает человеку знать, кто он, откуда он. Ну, то есть это основа. Чувствуете ли вы необходимость поддерживать свой уровень владения родного языка? Родным языком? Думаю, нет. Ну, то есть он на достаточно хорошем уровне. Мгм. Я думаю, что да, мне кажется, сейчас уровень владения языком в республике сильно упал. Поэтому нужно, особенно у молодежи. Конечно, чувствую. Обязательно считаю это нужным, необходимым. Конечно, потому что в Осетии это необходимо. Нужно ли использовать родной язык в современных медиа, ТВ, соцсетях? Как вы считаете? Для сохранения, да, конечно, безусловно. Для сохранения это важно. Обязательно. Я думаю, да. Но у нас же есть канал, который использует этот язык. Даже приятно бывает, когда, вот, допустим, осетинский это сам вести или что, мы шагал к Вазурам Барас. И вот думаю, Лучше бы на остинском, да? да, что разговор. Наверное, в какой-то степени можно и нужно. Да, конечно. Если у вас любимый автор, книга и фильм на родном языке, ну, учитывая то, что это русский, вам будет проще, конечно. Все современные, нет, старинные, наоборот, фильмы русские наши, советские. Ну, вот, например, один самый такой. Самый такой «Кавказская пленница». Ну, наверное, Ажа Фати, А автор, Костафи Тагуров. а фильм, Сюрприз, кажется, да. Автор, ну как бы банально это не звучало, Коста. а книга. Вообще, любимая книга, я очень люблю «Нарткачество». А если у вас фильм на родном языке любимый? Любимого фильма нет, наверное. Честно говоря, Автор, Кусталь Иванович Тагуров. а книга? Честно, Нет. давно не увлекался литературой. Ну, может быть, с детства На родном какая-то языке. есть, вот она запала в душу. Наверное, только сказки. За Шохту Музафир, Мусадбирова. а книга какая? Ну, вы видели запах на Кудыканин. А какой фильм на родном языке у вас любимый? Это как его Фатима Бацыга. В первую очередь родной язык. Чтобы знать, я считаю, в каждом остинском доме должны быть 3 книги. Это нартовский эпос, это Костахи Тагуров, и не побоюсь сказать, Таймураза Хаджета, поэта. А ваша любимая все-таки? Мое любимое Таймураз Хаджета. А какой фильм на родном языке для вас любимый? Любимый фильм на остинском языке. В свое время Фатима была озвучена на остинский язык. Вот. После этого я даже не помню, были ли фильмы на остинском. Если честно, недавно я посмотрел «7 черных бумаг». Можно записать его в любимые. Из авторов любимый, наверное, Шамиль Джикаев, потому что я очень много раз принимал конкурс на чтение его стихов. А ваши любимые фразы на родном языке, которые сложно перевести, так называемый непереводимый фольклор? Ну, ее несложно перевести, но я очень часто произношу «Очтамадзу». Нету. Нет? Я все слова люблю. Одинаково. Да, на остинском языке. Бирефесор. Могу сказать стихами Таймураза Хаджеты. Уюв жагдар адунен фак, наивен смадарю андарыл, баландыннай мафдал тепжак, кадма арбайшафт хорнамых мэре.
Дамон дахисе агур, допустим. Чисаканови ахисан, это притчи. И они на самом деле в жизни очень много раз были такие случаи, когда они... То есть очень действительно жизненные, да, очень такие? жизненные, да. Как вы относитесь к тому, что остинский и русский смешиваются в повседневной жизни? Нормально. Ну, нормально, наверное, потому что нет-нет, я тоже так делаю. Мне кажется, это неизбежно. Ну, тоже как зря, видимо, так, да? Нейтрально, да? Но Ой, это что-то вульгарное происходит. То есть Это негативно, да? что-то, какая-то, в этом есть даже нечистоплотность, простите за выражение, но смешивать одно слово на русском, другое на остинском, это дурно. Отношусь к этому нормально, потому что все-таки есть много изречений, которые не скажешь на остинском и наоборот не скажешь на русском. То есть такие афоризмы, то есть, которые не передать. А как относитесь к заимствованиям из других языков, то, что они активно внедряются? Тоже нормально, я считаю. Ну, наверное, лучше будет на чистом языке разговаривать, но это тоже как бы неотъемлемо. Заимствованием с Других русского языка. языков. или Вообще из других вообще, языков, да. Тоже нейтрально. ну, куда деваться? Куда деваться? А? Все языки заимствовали языки других народов. И это может быть нормальным. Если вы откроете словарь русского языка, то там чуть ли не половина иностранных слов, но они уже прижились, вошли. Ну да, в стали лексикон, частью, да. К заимствованиям тоже нормально отношусь, потому что в сегодняшних реалиях это тоже необходимо на самом деле. То есть без этого мы не сможем, но терять язык свой и не говорить, допустим, в семье, с соседями, это как-то для меня непривычно. Я бы не смог. Даже когда вот бываю в Москве, я друзей обучаю остинскому языку, и меня пытаются учить, хотят учить. Так что если в России хотят учить наш язык, почему мы не должны его учить?